Друзья мои, я вас всех приветствую на нашем канале Политгараж, как всегда с вами. Хочу порадовать вас всех с наступлением той самой поры, которую мы все ждали. Наконец пошли дожди. Дожди, которые наконец все-таки потушат все эти пожары в лесу. Это не просто ливень, который проходит буквально там за считанные минуты, может быть десятки минут. Это настоящий дождь, который шел сегодня всю ночь. Понимаете, над одним городом он точно не мог идти. Он идет по всему Мирнинскому району, скорее всего. Ну, обычно такие дожди, которые идут долго, он всю ночь шел, все утро и сейчас продолжает идти. Это значит, он тушит пожары. Я надеюсь, что это так. И больше не понадобится нам эта воздушная эскадрилья Ил-76, Б-200. Что все-таки это потушит природа сама. Ну вот такой замечательной ноткой мы начали наше сегодняшнее видео, а мы отправляемся на работу. У нас сегодня рабочий день. Вперед! Друзья мои, я надеюсь, вам всем понравился наш предыдущий ролик. Мы в нашем предыдущем произведении опустили наш дрон на глубину 350 метров в карьер «Мир». Кто не знает, друзья мои, карьер «Мир» в свое время был одним из самых крупнейших, самых глубочайших и самых широчайших карьеров в истории алмазодобычи. Конечно, карьеры угольные, разрезы, они больше, бывают, может быть, и глубже, но этот карьер в тайге, открытый в 1955 году, ну, в смысле, как, это месторождение открыто в 1955 году, и карьер просуществовал до 2001 года. Потом он был, конечно, законсервирован, и все работы по добыче алмазов были прекращены. Карьер имеет, ну, на тот момент, когда он 2001 года, он имел ширину в диаметре 1500 метров, в глубину 525 метров. Это соляное озеро образовалось на дне карьера совсем недавно. Откачка грунтовых вод была прекращена, и карьер стал постепенно заполняться вот этим рассолом. Ну, грубо говоря, это минеральные воды, это грунтовые воды, это реки, которые текут под поверхностью земли. Вот такие вот дела. Друзья, огромное вам всем спасибо за просмотры, за лайки, за дизлайки, за комментарии. Отдельно всем спасибо. Смотрите, у нас идет дождь. Долгожданный дождь, который все-таки, как я уже сказал вам, потушит пожары в нашей якутской тайге. Друзья, у нас в обеденный перерыв, и я решил сделать небольшой такой сюжетец. Друзья, вот у нас еще сезон грибов, ягод не наступил. Не знаю, вот сегодня первый дождь прошел такой более-менее, но он еще как бы даже и идет. Видите, влажность такая, аж туман стоит. Вперемешку с дымом, друзья, опять затянуло дымом, опять дым, дымовая завеса, запах гари. Не знаю, в этом году придет ли у нас время, когда можно будет поехать за грибами, за ягодами, но пока еще это время не наступило, и мы едем сейчас в наше излюбленное место, куда привозят клубнику. Говорят, сегодня там стоит машина, там есть малина, ежевика, смородина, еще какая-то ягода. Хочу вот посмотреть, может быть, что-нибудь прикупить. Цены, конечно, как всегда, почти космос. Привезено это все, я так понимаю, из Приморья, как и в прошлый раз. Приморский край. Это последняя поставка клубники была из Спаска Дальнего. Ну, кто знает эти районы, это недалеко от Уссурийска. Уссурийский район. Спасск Дальний. Где-то там есть тепличное хозяйство, которое вот и производит всю эту красоту. Сейчас мы подъедем, говорят, это где-то вот здесь, где у нас ряды арбузно-дынные. Вообще сегодня 23 число, да, где-то, где же эта машина? Вот она стоит, эта машина. Как-то надо к ней подрулить. Не знаю, что там есть у них сегодня. Сейчас поглядим. Друзья, ну вот такая вот малина. Такой контейнер, по-моему, здесь 2 литра, что ли, стоит
1500 рублей. Малинка. Попробовал, очень сладкая, вкусная. Ну, посмотрим. К зиме надо подготовиться. От простудных заболеваний самое лучшее лекарство. Вот такой вот у нас получился кардибалет. А что делать? В лесу малина у нас не растет. Если и растет, то это надо куда-то ехать за 1000 километров, там за сотни километров где-то в лесу что-то искать, надо знать места, джип, бензина сжечь 1000 на 3, и потом, глядишь, чего-нибудь да наберешь. Ну, понятно, что из-за 3 литров малины ехать куда-то не стоит. Все, едем дальше, обед закончился. А вот эти друзья, которые здесь торгуют арбузами, дынями и так далее, флаг, как говорится, им в руки, но я больше туда не ходок. Вообще. Такое Г продают, ребята, я вот... Это, конечно, не антиреклама, каждому свое, как говорится. Ну, нравится вам, ешьте это мыло. Оба-на, свадебка. Ребята, я вот сколько раз я убеждался, ну не надо, не ходи, не покупай. Ну, блин, ну вот. Опять, короче, нарвался на эту фигню я. Конечно, нам, северянам, хочется, очень хочется, блин, чего-нибудь отведать. Экзотического такого, арбузики, дыни там. В общем, ну все, я сказал, блин, до августа месяца, до чуть ли не до сентября вообще не буду, даже зарекаться не буду покупать эти арбузы. Мало того, что они нитратные, там в них почти в 100 раз превышение по нитратам. Как в дынях, так и в арбузах одинаково. Нитратов в них просто немыслимое количество. А во-вторых, тот последний раз взял, уже, блин, зарекался не брать, не откупил. Во-первых, вообще не сладкий. Какой-то странный вкус. Ну и тут я понял, что там, видимо, уже в 1000 раз превышение нитратов. Где-то он лежал прямо на нитратной куче, наверное. Ну да, он розовый, там красный, блин, все. Ну даже не сладкий, представляете? То хотя бы попадался мне как-то сладкий арбуз. Мы его мерили, он там в 100 раз превышение этих нитратов. Померили, ну попробовали, вроде ничего, никто не отравился. Ну опять-таки, это же сами понимаете, надо их съесть там 10 арбузов, тогда точно на верхний поселок. Вот такая вот ситуация, друзья, у нас с фруктами и овощами. Ягоду малину я все-таки попробую проверить на нитраты. У нас у одного товарища есть этот аппарат. Я думаю, что не должно там быть превышений. Ну, в крайнем случае, там небольшие. Все-таки. Но проверить стоит. Проверить стоит, конечно, да. Будем смотреть. А мы едем на работу. У нас опять рабочий день, продолжение. Обед закончился. Я уже опаздываю. Блин, ну ничего страшного. Там все, я думаю, успеем все сделать. Друзья, в этом году обещают нам снести еще порядка 9 домов. Вот это старой застройки, двухэтажки вот эти. Напротив магазина Темп, вот по Комсомольской улице. Видите, уже все, уже пусто, уже ничего нет. И последние 2 дома, которые вот в этот уже, видите, дом все тоже подготовили к сносу. Прямо напротив Темпа, напротив 25-й. Это получается 27-й дом, по-моему, по улице Амосова. Или по Комсомольской 27-й, да. И вот этот последний дом, уже который на Аюнского улице, с портретом Платона Аюнского, он тоже уже практически выселен. Здесь будет у нас, начиная от улицы Комсомольской и до Ленина, обещают нам сделать там, как это называется-то, господи, ну, аллею, короче, аллея будет, алмазная аллея, или как там она еще будет называться. Кто знает, друзья, пишите в комментах, обязательно внизу там можете написать, как будет называться аллея, где она конкретно будет находиться, откуда до куда она продлится. Может быть, у кого-то есть даже на руках проект этого. Блин, ну, кучка здесь
здесь вечная. Проект этого парка, аллеи, и надеюсь, что все-таки так оно и будет. Хватит уже застраивать этими свечками город. Для этого... кстати, еще напротив Темпа и в сторону улицы Амосова там будет застройка из нескольких девятиэтажных или скольки-то там этажных домов. Не знаю, кто там застройщик, кто подрядчик, заказчик, я так понимаю, администрация. Посмотрим. В общем, напротив, получается, это где Тетрис, да, вот этот, и сюда ближе к Комсомольской, там будет застройка из жилых домов. А аллея будет уже идти просто вдоль улицы Аюнского, слева и с правой стороны. Ну, в городе уже достаточное количество всяких разных аллей, парков. Ну, блин, вот смотрите, городской парк, значит, ботанический сад, аллея возле, напротив акционерной компании, памятник Тихонову, там тоже небольшая аллейка имеется, парк у храма большой довольно-таки. Ну, как бы людям есть где гулять, в принципе, да. Ну, у нас машин не так много в городе, сильно не загрязняют уже окружающую среду, таких дымовых завес нету, как в советские времена, что на дорогу невозможно выйти. Ни дизельные, ни бензиновые машины так сильно не дымят. У нас дымят только леса. Вонь, я вам скажу, стоит опять. Все, опять город погружается в пучину, блин, дыма, лесных пожаров. Не знаю откуда уже, дождь прошел. Что еще надо, блин, я не знаю. В общем, вот такая у нас ситуация.
закончили нашу съемку. Мы объехали весь город, облетели некоторые улицы, которые у нас еще не попадали в наше видео. Друзья, пишите свои комментарии внизу, если вам понравилось, ставьте внизу лайк и обязательно поделитесь с друзьями, знакомыми, родственниками нашими видео. Я думаю, город Мирный после того, как дым рассеялся, стал еще прекраснее, еще интереснее и еще симпатичнее. Все, друзья, ролик заканчиваем и до новых встреч.